всем, кто просыпается. Дежурная неделя Катерина Винокурова, Иван Луцкан. Желаем вам отличного завершения рабочей недели. Да, действительно, доброе утро всем. Сегодня пятница, замечательный день, потому что многие думают о том, быстрее бы она наступила, потому что долгожданные выходные не заставят долго ждать, всего лишь вот этот рабочий день, и будет вам счастье. Кстати, сегодня отмечается День образования, ну а завтра студенты всей нашей страны отметят самый счастливый их праздник. Это Татьянин день или День всего российского студенчества. Ну и Татьяны тоже будут не исключение, так что всех Татьян с наступающим праздником. Ну и в связи с этим, конечно же, мы сегодня в нашей студии ожидаем студентов-активистов, которые поделятся, расскажут нам о своей веселой, а может быть и не веселой студенческой жизни. Ну, вспоминая песню, жизнь у студентов всегда веселая, и живут студенты весело всегда от сессии до сессии. Сессия уже прошла, поэтому, я думаю, у них сейчас все замечательно. Кстати, помимо вот всех вышеперечисленных праздников, которые связаны с сегодняшним днем, со следующим завтрашним, сегодня отмечается День эскимо. Почти 100 лет назад это лакомство считалось обожаемым среди детей и взрослых, и, в принципе, оно так и сохраняет свои приоритеты. Кстати, изначально эскимо называлось как пирожок эскимоса. Вот так интересно. Палочка у него уже появилась со временем, видимо, для удобства и с точки зрения, ну, там, чтобы руки, наверное, не пачкать, что ли, в эскимо. Ну да, это логично. Да. А ты любишь эскимо? Я-то? Ну, смотря какое. Иногда бывает вот такое, берешь, такой, так вкусно, иногда. Да, мне, кстати, я на содержание смотрю. Ну, Откусываю, и там должно быть прям вот вкусные, натуральные такие. вот это видно, да, вот это вот вкусное. Нет, да? я говорю же, я откусываю сначала. Откусываю. Если мне не нравится, не буду. Не, я еще читаю, кстати, содержание, чтобы там растительных жиров не было, более-менее натурпродукт, но, к глубокому сожалению, в последнее время натурпродукт стоит гораздо дороже. Да. А вообще Россия одна из стран, где традиционно любовь к этому лакомству огромна. Стоит вспомнить только одного старика Хаттабыча, который за раз уплетал аж целых 46 порций эскимо. Да, Якутия, естественно, не исключение, и, наверное, мы один из тех субъектов России, да и что там России, во всем мире, где можно увидеть картину, и, кстати, некоторые иностранные фотографы это тоже подмечали, что дети, когда на улице показывают минус 45, с радостью вот это мороженое лижут. Спокойно, так в порядке вещей. Да. Ну, у нас и гуляют во время карантина, и во время актированных дней, поэтому что уж там говорить. Ну вот, кстати говоря, и о погоде давайте узнаем, какой она будет сегодня. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 35, минус 47 градусов. В Заречье утром минус 35, минус 46. В южных Улусах минус 34, минус 35 градусов. В Вилюйских минус 41, минус 48. В Нижнеленских минус 41, минус 44 градуса. В западных Улусах утром минус 34, минус 40. В Колымайдигирских минус 40 и минус 52. В Янских Улусах минус 36, минус 51. В северо-западных Улусах минус 34, минус 47 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 35 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается до минус 33, минус 35 градусов. Помнишь, я вчера говорил о том, что минус 50 ожидается, да? И я вот сегодня утром опять промониторил этот сайт погоды, ну, которому я более-менее доверяю, и ничего не поменялось. Вот представь себе, в выходные будет холодно. Да, то есть выходные... до минус 50, да? Да, ночью там показывают такое, днем вроде как теплеет немного. Ну вот сегодня уже в Колымайдигирских, как мы смотрим, и в Янских Улусах достигла отметка минус 50, и наверняка. Мне кажется, там они... ну, минус 50 нормально. А вот минус 60 уже... Пойду куплю себе эскимо. Да, а в Аймиконе вообще купаются в минус 55. Так что вообще люди в Якутии, они закаленные, активные и вообще молодцы. Кать, ты трудовую книжку-то наверняка имеешь, да? Конечно. А ты не помнишь, сколько у тебя там записей? Вот так вот. Ну, несколько записей точно есть. Вот я вот сейчас... 4, возможно. Да, пока
пауза была, я вспоминал, ну, наверное, у меня записей 10, наверное, там есть. Да, но, кстати, она у меня уже вторая, потому что первая уже закончилась, и мне уже начали вторую вести. Да. Да. К чему мы это все? К тому, то, что сейчас с 1 января 2020 года в Якутии как раз-таки начинается эксперимент по переводу трудовых книжек из бумажного носителя, к которому мы обычно все привыкли, к электронному носителю. И гражданин вправе сам теперь выбрать, как ему вести. Вот ты бы какой выбрала? Ну, не Электронный знаю, или я как-то бумаг? немножко опасаюсь все-таки электронный. Вот, Все-таки консервативно больше нас. Переходить как-то немножко опасно. А вдруг что? А вдруг система полетит? Да, вдруг персональные данные украдут. Но выбор остается за вами. Как его сделать правильно, разбиралась наша корреспондент Наталья Колесова. С 2020 года по всей стране, в том числе и в Якутии, вводится электронный формат трудовых книжек. Переход осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». С 1 января вступил в силу закон о внедрении электронных трудовых книжек. Таким образом, до конца 2020 года включительно работникам необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о своем выборе – введение трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Если работники напишут заявление о том, чтобы трудовая книжка осталась в бумажном виде, то работодатель будет вести, соответственно, в бумажном формате. Да? Но это не коснется тех работников, которые поступят на работу с 1 января 2021 года. Таким работникам будут заведены электронные, скажем так, трудовые книжки. Основное преимущество электронного документа – это удобство, сохранность сведений и возможность производить все операции с информацией о трудовом стаже в формате онлайн. Переход осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Сведения будут централизованно храниться на информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. Соответственно, это облегчит и сократит время, затраты времени на оформление пенсии. Пенсии будут оформляться быстрее. Потом работники, независимо от местонахождения, смогут получать информацию о своей трудовой деятельности в электронном виде. В республике в настоящее время проводится работа по внедрению электронного формата трудовой книжки. Данный вопрос рассмотрен на республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений о действиях сторон социального партнерства. Вот посмотрев сюжет, все равно я склоняюсь к тому, что можно перейти на электронный вариант. Кстати, вот я часто об этом говорю, что на госуслугах же можно зайти и посмотреть твой пенсионный стаж, и в принципе он уже в электронном виде, весь там формируется. Тут упрощение, и вот не надо вот это вот гонять. Ну, вообще все документы, я так понимаю, уже даже самый наш главный документ, паспорт, в ближайшее время станет электронным. То есть усы, лапы и хвост, как в известном мультфильме, это уже не будет подтверждением личности, будет, как в этом фильме «Пятый элемент». ID-паспорт, да? Помнишь, цифровой она считывала, главная героиня. Мы продолжаем. С 1 января текущего года в связи с вступлением в силу федерального закона от 3 августа 2018 года о государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Изменились правила государственной регистрации транспортных средств в России. В том числе была введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров. На сегодняшний день органы ГИБДД выдают госномера по старому стандарту 1993 года. Номеров в наличии у нас много, мы выдаем. Новый стандарт, принятый в 2018 году, должен был принят в 2019, вступить в силу, но пока отменили до 14 августа 2020 года. Да, весьма интересная информация, надо обратить внимание на нее автомобилистам. Вообще, последние изменения тоже коснулись порядка и выдачи госномеров. Многие заметили, что сейчас появились стандарт на квадратные номера для японских автомашин, которые были ввезены на территорию нашей страны. Для удобства их размещения там теперь разрешено использовать немного другой формат. И, в принципе, сейчас активно автомобилисты этим пользуются, устанавливают их. Я вот буквально, когда вот был
на прошлой неделе во Владивостоке, там уже этот тренд прямо активно. Ну, во Владивостоке там вообще каждая первая машина, можно сказать, японского происхождения. И это достаточно удобно, не надо какие-то рамки покупать. Поэтому следите за новостями, мы стараемся всегда их оперативно вам сообщать. Ну и вы делитесь с нами посредством обратной связи. Это 8 914 279 22 62. Вот вы сейчас видите этот номер на ваших экранах. Вы можете отправлять WhatsApp-сообщения нам, делиться тоже новостями, поздравлениями. И там, по-моему, одно есть Да, я такое зачитаю чуть приятненькое. позже. У меня к тебе очень такой важный вопрос. Наверняка ты знаешь, Иван Петрович, как часто нужно делать ревизию своей домашней аптечки. На самом деле, желательно, вот лично я видел, ну, раз в полгода это точно, потому что, во-первых, это сроки лекарств, во-вторых, это в своей памяти освежить, что у тебя есть на экстренный случай, да, и, возможно, что-то туда добавить, потому что никогда неизвестно, что может, откуда беда может прийти. Ну, чаще всего это такая аптечка неотложной помощи, там должны быть жаропонижающие, там по сердцу какие-то препараты и так далее. Я вот, кстати, недавно открыла свою аптечку и заметила там очень много просроченных лекарств, сиропов различных, да. Тем не менее, нужно ведь их утилизировать. Как это правильно сделать, расскажут специалисты. Практически в каждом доме есть аптечка, в которой хранятся и нужные, и не очень лекарства. От хронических болезней, препаратов скорой помощи. Как правило, не выбрасываются также препараты, которые назначались врачом и остались неиспользованными. Меня зовут Надежда Юрьевна Склярова, мне 58 лет, я пенсионер, не работающий. И у меня такой вопрос. У меня, когда начинаю дома аптечку просматривать, очень много лекарств, которые просроченные. Лекарства не дешевые, лекарства дорогие. Что мне делать с теми, которые не подошли мне? Они полные, абсолютно одну-две таблетки, если выпила, и полное лекарство. Вот как быть? Что же делать со всем этим добром? С вопросом Надежды Юрьевны мы направились к специалистам. Обязательно смотрите срок годности лекарства. Насколько долго вы можете применять это лекарство. То есть, если вам врач назначает новое лекарство, с каждым разом все новые таблетки или растворы, например, для приема внутрь, то если срок годности позволяет, это лекарство может храниться, например, 2 года. При создании домашней аптечки необходимо помнить, что все лекарства должны содержаться в определенных условиях, указанных в инструкциях к препаратам. И если требования не выполняются, то эффективность таблеток, мазей, настоек уже никто не сможет гарантировать. Когда выбрасываем лекарство в мусорный мешок, мусорный бак, то должны смешивать таблетки несъедобными продуктами. Это могут быть порошки химические или те же чайные пакетики могут быть без запаха. Попадая на почву, в воду, загрязняется окружающая наша среда, экология, тем более при расщеплении лекарства выделяют токсические вещества. И помните, что у лекарств нет так называемого запасного срока годности. Вышел срок – утилизируйте, но делайте это правильно. Мария Павлова, Арсен Степанов. Новый день. Якутск. А мы продолжаем наш эфир. Рады зачитать сообщения, которые приходят на наш WhatsApp номер. Дорогую нашу сестру Лену Петровну Варламову поздравляем с 70-летием. И от души желаем мира и благополучия, достатка и счастья, здоровья и радости. Пусть твой внутренний голос громко напевает песню вдохновения. Пусть твоя интуиция никогда тебя не подводит. Пусть лоб, твое сердце всегда бьется в бодром ритме любви. С наилучшими поздравлениями семьи Алимбетовы, Баянаковы, Слепцовы, Марковы и Старковы поздравляют вас, Лена Петровна. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Еще только что пришло сообщение. Дорогую любимую нашу бабушку, прабабушку Клавдию Ильиничну Герасимову поздравляем с днем рождения. Желаем самое главное – крепкого здоровья и долгих лет. Твои внуки, правнуки Герасимовы. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Ну и еще одно сообщение. Бальзам на душу. Адресовано нам с Иваном. Катерина, Иван, удачного дня. Спасибо за хорошую неделю и за хороший настрой с утра. Огромное вам спасибо, что пишете нам. Нам очень приятно.
Да, спасибо, очень приятно. Вот, кстати, когда читал одно сообщение, я сначала услышал, а потом уже прочитал, понял. Когда сказала, чтобы играла песню «Вдохновение». Я думал, что за песня такая с таким названием «Вдохновение». Оказывается, потом до меня дошло, что Какая песня, вот именно, что просто, чтобы тебя песня вдохновляла. А я думал, что за... И слова хотел вспомнить, Здорово, что за ну песня. и интересно ведь. Да. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Мы продолжаем наш эфир и поговорим сейчас о интересной теме, связанной с искусством. Да, Эдуард Браговский, мастер сюжетно-тематической картины, тонкий психолог, портретист и как вдохновляющий пейзажист, мастер своеобразных выдающихся колористических решений. А портреты, которые им написаны, это не просто модели, сидящие в застывших позах. На холсте люди живут как будто бы своей жизнью, и как будто бы их снимает скрытая камера. Да, вот в фондах Национального художественного музея как раз-таки есть один из портретов Браговского. И вот в следующем сюжете его описание, и не только. Эдуард Браговский родился в 1923 году в Тбилиси в семье военного. А в 1927 году семья переехала в Москву, и вот там он впервые, еще мальчиком, со своим другом попал в Третьяковскую галерею. И это послужило выбором его жизненного пути. Он стал художником. А в 13 лет он уже получил премию от нашего любимого журнала «Юный художник». 40-е годы, военное время оставило такой тяжелый след в его судьбе. Во время эвакуации он потерял мать, он помогал партизанам, он служил в Красной армии и окончил учебу в Московском институте в 1953 году у профессора Котова. Еще во время студенчества он развивал свое цветовое мышление, он работал над проблемами колористическими. И, будучи студентом, выставляясь на выставках, он обращал на себя внимание своим даром колориста, своей такой темпераментной живописью, своей свободой письма. И раскрывался он как мастер во многих жанрах. Он был очень многогранен. Будь то портрет, пейзаж, натюрморт или какой-то сюжет композиционный. Но везде угадывался дар большого колориста. И зрители всегда останавливались возле его картин. Дело в том, что он обычный сюжет, он поэтизировал, какими-то красками его наполнял, очень светлыми. И вот даже в этой работе «Девушка за чаем» обычный сюжет, но вся эта картина, она освещена, каждый предмет освещен. И я бы даже назвала, наверное, «Мир без войны». Он очень гордился тем, что относился к племени шестидесятников. Это время оттепели, когда художники стояли на пути развития нового отечественного искусства. Ну а сам Браговский, он продолжал и стоял на пути развития русского искусства, продолжал эти пути. Его работы хранятся в собраниях Третьяковской галереи. Вот откуда он и начинал. В Русском музее, во многих частных коллекциях. Катя, вопрос на засыпку. Вспоминаем детство, может быть, и нынешнее твое состояние, да? Игры, где надо кого-то поймать. Какие помнишь? Ну, казаки-разбойники мне приходят в голову сейчас. Если честно, я не очень любила такие игры подвижные, там, где надо кого-то... Знаю, на телефоне есть «Поймай покемона». Ты что, играла, да? Племянники играли. Да, нет, я, благо, не подвержен таким вот игрушкам, да. Но, кстати, можно ведь поймать и сам холод. Вот буквально недавно у нас стартовала экспедиция «Покорители холода». Они к этому и стремятся. Каким образом? В репортаже Максима Гоголева. Самая экстремальная экспедиция в северных широтах Земли. Проверь себя, проверь свой дух выживания в космических условиях холода. Будь сильным.
Под таким лозунгом прошел первый пилотный проект «Покорители холода», целью которой зафиксировать, или, как по-другому говорят организаторы, поймать самый низкий градус. Для этого было организовано 2 команды, и та команда, которая зафиксирует самый низкий градус, станет победителем проекта. И вечером 22 января прошла первая пресс-конференция после приезда покорителей холода. Самое главное, я могу ответить словами, наверное, наших участников, это испытание себя холодом, испытание себя бытом, в котором мы с вами, собственно говоря, живем каждый день. Ну и их погрузили в жизнь оленеводов севера, в которую мы с вами не погружались точно, поэтому для меня, наверное, это тоже новый челлендж. Возможно, в следующем году возьму отпуск и поеду в качестве одного из покорителей холода 2021 года. Идейный вдохновитель Вячеслав Георгиевич в сфере туризма очень давно и за плечами имеющий много интересных проектов отметил уникальность проекта, что идея сама родилась аж 15 лет назад, и был очень рад и горд тому, что детище вдохнуло свои первые глотки жизни и начало было более чем многообещающим. Отметил важность партнеров и наметил вектор развития. И нам особенно интересно было послушать участников первых покорителей холода. Исключительно положительные, потому что это, наверное, превзошло мои ожидания. Потому что я хотел увидеть всего лишь лошадей, а я увидел безумно красивую природу, познакомился с людьми, с оленеводами, погрузился в этот быт. Поэтому положение, вот именно просто супер, эмоции распирают. А Якутию услышал давно, наверное, первый раз где-то, именно вот погрузился в том, что такое Якутия, я увидел фильм «24 снега». Это как раз про якутских лошадей, и я вот с тех пор прям загорелся желанием тоже поснимать этих лошадей, и вот случилось. Нужно двигаться всегда. Как наш учитель, сенсей Георгий Иванович говорил нам, лучшее спасение от холода – это движение. И когда ты все время работаешь, колешь дрова, бегаешь за оленями, вот это постоянное движение, оно тебя греет. Я бы, наверное, пожелал то, чтобы еще больше любить свою родину, увидеть всю эту красоту, ездить, путешествовать, не мечтая о том, о чем-то где-то там далеко, а вот познавать именно вот эту свою землю и погружаться в нее еще больше. Знаете, я, как бывший предприниматель, всегда верила и верю в то, что хороший проект, он продвигает себя сам. Ему нужно просто чуть-чуть помочь на начальном этапе, что, собственно говоря, мы и сделали. Очевидно, что для нашей республики открылась еще одна ветка туризма, предполагающая даже научные исследования, не говоря уже о испытании человеческих возможностей. И, возможно, даже зафиксируется новая рекордная температура. Максим Гоголев, Дмитрий Сергичев. Новый день. Мы продолжаем наш эфир. Татьянин день уже завтра, а сегодня в нашей студии Татьяны. Это Татьяна Волкова, директор Департамента стратегического развития Северо-Восточного федерального университета имени Амосова, и Татьяна Тарасова, студентка филологического факультета этого же университета. Татьяны, доброе утро. И с наступающим вас праздником. Спасибо большое. Ну, о своей деятельности давайте немножко поговорим, о вашей деятельности. Хорошо. Доброе утро. Я руковожу департаментом стратегического развития нашего университета. Мой департамент занимается позиционированием университета на мировом и национальном образовательном пространстве, занимается анализом деятельности университета, ну и логически отсюда вытекает это планирование и прогноз развития на перспективу. Тяжело? Не скажу, или что больше легко. творческая работа? Да, это очень творческая работа, да. Ну вот Татьяна, имя кто дал? Ответишь? Обеим. Ну, вообще, меня назвали в честь маминой подруги. Так что я выросла, видя перед собой такой пример очень активной, деятельной женщины, прекрасной, очень красивой. Таня, Здорово. а ты? Ну, вообще, Таня 2, можно говорить. родители хотели меня назвать Ангелиной, как мне известно, но имя мне дал мой любимый дедушка, кстати, жену которого тоже зовут Татьяна. Ну, вот. А день рождения у вас как совпадает с вот этим числом, или оно Нет, где-то с далеко? именами не Вообще совпадает, далеко. да. Вообще никогда не подгадывали даже? Нет. А всегда нравилось свое имя? Не было мыслей поменять? Вот люди часто меняют, да? Нет, мне имя мое всегда очень нравилось. Татьяна такое. Ну, мне мое имя тоже очень нравится, и моим знакомым оно тоже нравится. Вообще, в детстве были, конечно, мысли поменять имя,
Ну, хотелось чего-то, наверное, такого вычурно-экзотического, что ли. Более оригинального. Да, более оригинального, под американского. Полинария, например. Да, да. Но со временем как-то поняла, что оно мне идет, и оно хорошее. И значение тоже нравится. Действительно, вам очень Но вы с Татьянами с разными общаетесь, ну, тем более уж Татьяна, когда студентка, ее часто, наверное, сейчас на мероприятия разные зовут, да, Татьяна? Вот сравнивали, есть ли что-то общее у Татьяны? характер, может быть. Вы знаете, будучи на втором курсе, мне довелось оказаться среди 15, ну, около 15 Татьян нас было. 2 недели мы провели вместе, готовились к конкурсу, как раз-таки приуроченному Татьяниному дню. И поэтому это был просто клубок очень эмоциональных, активных, таких решительных, практичных девушек с чувством юмора. Вот. Ну, как мне кажется, что вообще в переводе с древнегреческого Татьяна – это учредительница. И если посмотреть, то все Татьяны, они очень справедливые девушки. И, как мне кажется, это девушка такой богатырь, который всегда добивается своего, всех поставленных целей и ни перед чем не останавливается. Это ты о себе сейчас, да? Я знаю Себя много описала. Татьян. Тань, Вот. так же соответствует образу? Да, То есть такая, если надо, да? вообще да. Очень сильные, очень решительные, активные девушки. Когда учились в ВУЗе, ну, Тань, ты, да, и вот сейчас, вот самые такие яркие, возможно, воспоминания с тех времен, ну, и, возможно, связаны с этим. Что запомнилось, да? Ну, вообще студенчество запомнилось мне такими очень яркими событиями. Я была очень активной, танцевала, вела мероприятия. Вот, не знаю даже, чем только я не занималась. Была профсоюзным деятелем, была председателем профсоюзной организации студентов 2 года. Так что очень активно прошли эти годы, и осталась такая светлая память. Да. И так что я сейчас и по роду деятельности я работаю со студентами, поэтому для меня это вдвойне приятно. Современная жизнь студента какова? Ну, как мне кажется, это с одной стороны и тяжело, с другой стороны это на самом деле самые лучшие годы в жизни. Например, ну вот, допустим, для меня самое такое яркое воспоминание, это в прошлом году я участвовала в красе ФЛФ, где я стала победителем. Вот, и это новые возможности, это возможности показать себя, открыть свои какие-то новые уникальные стороны. В общем, в студенчестве ты покоряешь как бы мир свой маленький и выходишь вот за грани возможного как-то. А вот вообще ваше отношение к празднику? Понятно, что Таня, а еще, может быть, есть какие-то, может, даже традиции? Ну, традиций нет, но вообще праздник для меня очень светлый, потому что очень много поздравлений приходит, да, как второй день рождения, именины, да. Поэтому, ну, каких-то традиций особых у нас нет, наверное, да, но мы всегда отмечаем, хотя бы тортиком, наверное, и, ну, такой, да. Подарки праздник. ждете? Нет, подарки не ждем. Никогда. Ну, а вдруг, да, кто-нибудь дает подсуетиться? Вот вам стратегия развития СФУ. Да, Подарки всем Таням, всем, которые обучаются. Здорово, если будет, приятно. Поздравляем вас с наступающим праздником. Отличные девчонки. Вот такого же вам задора, энергии, чтобы сохранялось на многие годы. И действительно мы Таню всегда будем помнить такими яркими, энергичными. Спасибо. Да, Хорошего дня. сейчас мы наступающим прервемся праздником. на короткую паузу. За это время вы можете успеть отправить свое WhatsApp-сообщение на наш студийный номер 8 914 279 22 62. И мы зачитаем ваши поздравления или приветы в прямом эфире. Доброе утро. Передаем сейчас слово информационной службе нашего канала. Как нам стало известно, очень много новостей, поэтому давайте посмотрим. Оставайтесь с нами. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Юлия Великодная.
Президент России Владимир Путин обновил состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем главы государства, добавив в него 18 человек. Большинство из них представляют органы государственной власти в субъектах страны. Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств. Таким образом, на сегодняшний день в состав резерва входят 138 человек. В 2019 году из президентского резерва были назначены главы Астраханской и Челябинской областей, города Севастополя, а в начале этого года министр науки и высшего образования. Также состоялись 2 назначения в новой структуре аппарата правительства. По итогам дальневосточного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» в 30-ку лучших вошли 3 представителей Якутии. Один из них – Артем Фирстов, заместитель главы Нерюнгринского района. Александра Цыбикова встретилась с полуфиналистом конкурса. Основное задание к допуску в финал – реализация общественного проекта «Сердце лидера». В прошлом году он уже был начат совместно с заместителем главы администрации по социальным вопросам Натальей Угаровой. В этом году мы продолжаем это дело. Это помощь в ремонте социально незащищенных граждан, таких как пенсионеры, одинокие проживающие граждане, там, многодетные семьи. Но мы реализуем этот проект, сделаем видеоотчет, это будет допуском. Артем Валерьевич в прошлом году впервые принял участие в данном конкурсе и был на 84-м месте. В этом году молодой руководитель проявил себя более уверенно и добился большего, войдя в 30-ку лучших. Коллеги с администрации, даже более опытные, отмечают его профессиональные качества и деловой подход. Можно так характеризовать, наверное, как яркий пример руководителя, молодого руководителя нового формата. Да? Артем Валерьевич у нас возглавлял проектный офис, принимает активное участие у нас в реализации национальных проектов, что сегодня очень актуально. И все равно все, что новое, да, сегодня внедряется, конечно, руководителям молодым нового формата дается намного проще к реализации. Артем Валерьевич является примерным семьянином, и домочадцы поддерживают все его профессиональные стремления. Несмотря на занятость на работе, он всегда находит время для общения с семьей. Артем Фирстов профессионально спортом не занимался, но физическую форму поддерживает. Общей физической подготовкой я стараюсь заниматься хотя бы 2-3 раза в неделю. Если совсем не успеваю, то это занятие дома. А так мне интересен кроссфит, просто тренажерный зал, большой теннис. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что полуфиналист, примерный семьянин, придерживается ЗОЖ и уже занял свое место на политической нише. Поэтому мы решили узнать о его внутренних стремлениях. Для меня принципиально важен какой-то созидательный труд. То есть ощущать, что я делаю что-то полезное. Когда я работал в стройке, ты делаешь, видишь результат своего труда, видишь непосредственную пользу, которую приносишь людям. Но я считаю, что все люди, в принципе, своим созидательным, добрым трудом смогут сделать наш край, страну, в принципе, лучше. Напомним, что финалистами станут 300 человек из всех федеральных округов страны, которые получат гарантированный грант в размере 1 миллиона рублей, а 100 лучших получат возможность работать с крупными и опытными управленцами страны. Александра Цыбикова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Минтрансе заявили, что регионы должны завершить контрактацию дорожных работ до весны. Глава ведомства Евгений Дитрих отметил, что все условия федеральным центром для этого созданы. Программы формируются на долгосрочный период, на 3 и даже 6 лет. Это имеет большое значение для подрядных организаций при планировании объемов работы и необходимых для их выполнения ресурсов, сказал глава Минтранса страны. При этом Дитрих положительно оценил результаты реализации дорожного нацпроекта в 2019 году. Он отметил, что в 83 регионах было отремонтировано 16 тысяч километров автодорог. Светофоры Мирного перейдут на новый режим. В феврале перекресток улицы Советская и шоссе Кирова будет переведен на трехфазный режим работы. Это значит, что сначала поочередно движутся автомобили в 2 направлениях, и только после остановки движения для всех автомобилей пешеходам разрешено переходить перекресток сразу во всех направлениях. Также изменение коснулось городского общественного транспорта. По всем маршрутам начали курсировать микроавтобусы. Цена билета 32 рубля, что равно стоимости проезда на городском общественном транспорте. В принципе, конечно, удобнее, только для пешеходов, мне кажется, неудобно долго им ждать. Пешеход вот сейчас у нас, хорошо, зима была теплая, а будет минус 50, и будет он стоять вот эти режимы, пешеход ждать. Просто, я думаю, это, никчемное. Я в машине, мне тепло, меня всяко устраивает, меня по-любому устраивает. Пешеходу лишь бы было хорошо, и все.
Сначала, наверное, будет ну просто там как бы и ребятишки бегут, и вот это вот, наверное, ну, по крайней мере, нужна информация людям, чтобы предупреждали заранее, что какие-то вот такие изменения. Маленький промежуток. Машины долго ждешь, а пешеходная зона быстро проходит. Пробки увеличились, раньше не было. И пешеходы не успевают перебегать. Стало не очень удобно. Просто не везде светофоры такие по городу. Где-то есть, где-то нет. Путаешься иногда, привыкать приходится. Снизить смертность на дорогах, а также наладить автомобильное движение. Это приоритетные задачи правительства Якутии на этот год. В прошлом году в ДТП погибли 84 человека. О мерах повышения безопасности на дорогах республики Сусанна Рожина. По итогам 2019 года количество ДТП в республике снизилось на 30%. Но с улучшением качества дорожного полотна культура вождения у людей не улучшается, и превышение скоростного режима приводит к печальной статистике. Страшные аварии, которые имели место в 2019 году, еще раз подчеркиваю, что культура вождения, отношение к собственной жизни безопасности и жизни безопасности окружающих водителей у нас очень сильно хромает. Мы повышаем скоростной режим, улучшаем покрытие дорог, скорости повышаются, опасность возрастает, а культура вождения остается прежней. Чтобы как-то регулировать дорожный поток, принято решение разработать научный проект по оптимизации дорожной сети в Якутске. Тем более с внедрением комплекса фото-видеофиксации можно просмотреть в режиме онлайн любой участок дороги. И выход только один – развитие системы автоматической фиксации правонарушений, которые принудят нас всех соблюдать правила дорожного движения, в том числе на федеральных автомагистралях, в точках концентрации ДТП. Уже установлено 117 комплексов фото-видеофиксации, и в этом году планируется установить еще около 70 камер. Более 80% находится в Якутске. Если в прошлом году у нас в республике работало 52 камеры фото-видеофиксации, а на сегодня, на 1 января 2020 года, уже 117 комплексов фото-видеофиксации работает. И это, наверное, как раз повлияло на то, что довольно на 30% снизилась у нас и смертность. По итогам минувшего года штрафные сборы увеличились в 2 раза. Такие меры – наказание рублем. Пока единственный способ повысить безопасность на дорогах. Сусанна Рожина, Григорий Охлопков, Якутск. Такую Якутию многие увидят впервые. В Москве презентовали новый альбом фотографа и путешественника Сергея Карпухина. В него вошли 180 уникальнейших снимков природных памятников нашего региона. Книга называется «Неизведанная Якутия». Ее выпустили при поддержке правительства республики. Сергей Карпухин совершил 30 экспедиций по нашей республике, причем его интересуют именно те места, которые находятся вдалеке от туристических маршрутов. И пейзажи с его снимках видели в реальности лишь единицы. Например, именно его кадры гранитных городов Улахан-Сис были опубликованы на обложке журнала National Geographic. В красочном издании под фотографиями комментарии автора. Вообще, весь этот альбом, он выстрадан, конечно, этими маршрутами. Естественно, это нестандартные путешествия. Это не то, что поехал на машине, вышел, сфотографировал, поехал ночевать в гостиницу. Нет, в основном все это происходило в походных условиях, в экспедиционных условиях. Вот, ночевки в палатках, все на себе в основном. Там, ну, бывало, что и не на себе, там на лошади или на моторной лодке, но чаще всего на себе это все происходило. За этим альбомом гигантский труд на самом деле лежит. Что ли, Дима, сразу? Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. Буквально в конце прошлого года стали известны обладатели президентских грантов президента России. И в число этих грантов вошли наши следующие гости. Это Мария Петрова, председатель Якутского республиканского общественного движения «Воспитание всем обществом». И помогает в этом вопросе старший инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения УГИБДД МУ МВД России Якутска Владимир Ощепков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, давайте немножко о том гранте, потому что был до этого грант «Безопасная дорога», по-моему, да, он как назывался, да? Это продолжение, это или какие-то нововведения уже в новом вот этом гранте имеются? Спасибо. У нас в прошлом году при поддержке фонда будущих поколений был реализован проект, вернее, начат проект «Безопасная дорога детства».
Суть заключалась в том, что на площадке Дворца детского творчества мы при поддержке мэрии, ну, лично нашего мэра Аксентия Сардана Владимировны, Якутдорстроя выровняли эту площадку и затем на средства того гранта закупили необходимое оборудование. И теперь дети у нас, во-первых, они могут обучиться навыкам безопасного вождения на велосипеде и вообще вот навыкам поведения на дороге, основа. Вот. И благодаря поддержке уже президентского гранта в этом году мы планируем расширять в дальнейшем этот проект в целом о безопасном поведении детей в городе. Потому что город – это все-таки среда повышенной опасности, и очень важно, чтобы дети правильно понимали, как это делать. Ну и, как говорится, яйца учат курицу. Такие просвещенные дети, они уже просвещают уже и своих родителей. Владимир, ну вот в чем актуальность, наверное, этого проекта? Почему он вот необходим в нашем городе? Ну, в общем, актуальность именно безопасности дорожного движения, он вообще состоит в том, чтобы в будущем у нас, опять же, согласно стратегии нашей, то, что мы должны до 30-го года, как говорится, снизиться до цифры 0. Ну, в принципе, вот этот проект именно приносит правильное понимание детей основам безопасности дорожного движения. То есть они уже обучаются не просто так, как бы там, то, что один раз там прошли урок, как говорится, и все забыли, да. А тут они уже, получается, уже проходят именно основы правила дорожного движения в практическом смысле этого слова, то, что они уже на площадке могут сами попробовать быть пешеходами, сами попробовать быть водителями. Ну и также у нас же дети тоже катаются на велосипедах, на скутерах, также на роликах, и чтобы они, опять же, правильно себя, как бы, правильно принимали вот эти все правила дорожного движения, и, ну, и в основном они уже будут также обучать в будущем уже своих родителей, ну и своих сверстников. Участники проекта только дети, да? Да, то есть у нас целевая группа – это дети. Ну, конечно, могут приходить и родители, но, как правило, конечно, обычно группами к нам приходят, классами, и мы их дружно обучаем. Уважаемые гости, мы продолжим беседу после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем диалог с нашими гостями, говорим о президентском гранте под названием «Безопасная дорога детства». Интересно, вот на какой стадии сейчас, на какой стадии развития проект в данный момент? Сейчас мы ведем закупку оборудования дополнительного. Это будут такие учебные тренажеры, манекены. То есть для детей, как раз, вот, как сказал Владимир, очень такое интерактивное, практические будут занятия. То есть никакой теории. Они где будут? На площадке Дворца детства? Или да, у нас есть возможность круглогодичного использования. То есть в зимнее время понятно, что мы только в помещении занимаемся, а в теплое время года это будет во дворе Дворца. А в чем принципиальное вот отличие между уроками ОБЖ, по-моему, тоже такое есть в программе, и вот в вашем конкретном проекте? Вот уроки ОБЖ, они, к сожалению, только для более старших классов, 6, 7, 8 классы. А на самом деле дети группы риска, вот именно в этом понимании, это маленькие дети. Поэтому мы как раз-таки делаем акцент на учащихся начальной школы, с тем, чтобы они затем уже становились как более такие грамотные участники, активные дорожного движения. И помимо этого у нас также будет блок и по пожарной безопасности, и по поведению на воде, и оказанию первой помощи. Владимир, ну, видимо, вы тоже, да, принимаете участие с точки зрения как педагогов, да, видимо, и с вашим участием будут какие-то уроки, может быть, какие-то непосредственно практические занятия? Да, у нас не только, получается, проходят уроки, да, мы также проводим конкурсы, викторины. Ну и, в принципе, в игровой форме дети у нас воспринимают больше информации, чем когда уже им настойчиво пытаются что-то объяснить. Ну, а так, в этом случае они у нас уже проходят конкретно практические занятия. Опять же, в игровой форме, как говорится, мы уже общаемся с детьми, как они обычно это делают, как они приезжают с родителями на машине, там, допустим, да, пристегнутые, не пристегнутые, там они уже, опять же, кто-то отвечает то, что они, да, бывает то, что они не пристегиваются, потому что родители опаздывают, там, ну и так далее. Ну, опять же, это зависит от того, что как родитель себя воспринимает, ну и все вот эти уроки наши, они уже систематически, как говорится, проводятся, и поэтому в любом случае
ребенок уже будет в последующем себя уже вести правильно на проезжей части. А кто у вас, да, партнеры? Каковы, да. Ладно. Да. Мы, конечно, благодарны в первую очередь нашему ГИБДД, как постоянному партнеру, очень нам помогают. Помимо этого у нас, конечно же, и фонд будущих поколений, и мы рады тому, что школы активно поддерживают и приводят классы для этого, для того, чтобы обучать детей. Каковы сроки, да, когда уже можно будет? Ну, по сути, Попробовать в любое время можно подать заявку и привести или класс, или группу, или какие-то родители могут вместе со своими детьми тоже заранее записаться, и мы проводим такие занятия по графику. Каких результатов Поэтому ожидаете? можно обратиться во Дворец детского творчества и без проблем. Всех принимаем, причем бесплатно. А результаты какие хотите? Значит, результаты мы видим такие, что у нас за этот год не менее 1000 детей, значит, пройдут через этот проект, то есть уже станут вооруженными, предупрежденными. И таким образом мы думаем, что тоже внесем вклад в то, чтобы у нас травматичность детей в городе Якутске снижалась с каждым годом. Хочется пожелать удачи в реализации этого важного социального проекта, чтобы вы абсолютно правы, количество травматизма дорожно-транспортного, связанного с детьми, стремилось к нулю, то, что было сказано в стратегии, и чтобы у вас все получилось. Спасибо. Удачного дня, плодотворной работы. А мы продолжаем наш эфир, и у нас на подходе погода. Сегодня в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 35, минус 47 градусов. В Заречье минус 35, минус 46 градусов. В Янских Улусах минус 34, минус 35. В Вилюйских Улусах минус 41, минус 48 градусов. В Нижнеленских минус 41, минус 44 градуса. В западных Улусах утром минус 34, минус 40 градусов. В Колыма-Индигирских Улусах минус 40, минус 52. В Янских Улусах минус 36, минус 51 градус. В северо-западных минус 34, минус 47 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 35 градусов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 1,3 метра в секунду. Днем в городе Якутске ожидается минус 33, минус 35 градусов. Доброе утро, мы продолжаем. У нас Да. есть сообщение. Рада зачитать ваши сообщения. Вот уже начиная с 2001 года празднуем Татьянин день. У нас сложилась хорошая традиция. Каждый год, 25 января, мы ходим в баню. И с этим праздником хочу поздравить своих подруг Татьян Зинченко, Сафонову и Егорову. Желаю счастья и здоровья с наилучшими пожеланиями. Ваша Туяра. Я так понял, там ни одной Татьяны нет, да? Также, нет, все Татьяны, она Да? назвала Туяра фамилии. просто. Ага. Поздравляю. А, нет, это просто традиция, видимо. Да, это просто традиция. Поздравляю свою подругу Шуру с днем рождения и желаю крепкого здоровья, успехов и любви. Подписалась Мария. И еще одно сообщение. Дорогого внука Ильдара, ученика 5 класса Намской гимназии, поздравляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в учебе. Из города бабушка с дедушкой. Поздравляю тебя, Ильдар. Вот обычно наоборот, бабушки с дедушков с намцев поздравляют тех, кто учится в городе. Тут наоборот. Вот всегда радует, что география просмотра программы «Новый день» и канала НВК «Саха» достаточно широкая, и нас смотрят от севера до юга, с запада на восток, и Здорово, это да, классно. нас смотрит вся республика. Да, и для тех, кто заинтересован в поиске новой работы, предлагаем посмотреть вакансии, которые предлагает Центр занятости населения города Якутска на сегодняшний день. Итак, требуется инженер-программист. Для этого необходимо высшее образование, зарплата от 50 тысяч рублей. Требуется инспектор, работник с аттестованными сотрудниками, высшее образование, стаж от 1 года, зарплата от 41 906 рублей.
Требуется инженер группы автоматизации, высшее образование, стаж от 1 года, зарплата от 25 тысяч рублей. Если вас заинтересовали эти вакансии не только, вы можете смело обращаться в Центр занятости населения города Якутска, Петра Алексеева 6/1, или посмотреть вакансии на их официальном сайте, который можно найти через любой поисковик. Ну а мы продолжаем. Да, у нас последнее китайское предупреждение этой ночью, да, получается? Да, 24 на 25. Если да. завтра, да. Этой ночью есть еще одна возможность загадать желание, потому что наступает 25 января восточный Новый год. Вот как сегодня празднуют, какие у него традиции, нам расскажет гостья из Поднебесной, аспирантка Института зарубежной филологии и регионоведения Северо-Восточного федерального университета Ли Шуци, или просто по-русски можно обращаться Вика. Вика, доброе утро. Доброе утро. Ну, интересно, да, как празднуют в Китае Новый год, какие традиции, как семейно, да, я знаю, собираются всей семьей. Обычно, как сказать, китайский Новый год по-китайски называется Чунджie. Это значит, что праздник весны. Этот праздник отмечают уже более 2000 лет. И обычно это считается самым важным китайским праздником. Обычно его обычно этот праздник является первым сельскохозяйственного календаря, и это считается, этот день меняется в каждый год в зависимости от Луны. А вот какие, да, вот традиции, может быть, есть? Может, как-то украшаете дом особенно? Да, какие блюда? Так как в Китае красный цвет символизирует счастье, поэтому в этот день мы вещаем как красные бумажные парные надписи с пожеланием на дверь. Еще мы подрягаем петарды. И еще обычно, потому что мой родной город находится на севере. На севере многие семьи обычно в этот день готовят пельмени. И у нас есть такое очень интересное мероприятие. Один из этих пельменей кладут монетки. И если кому доставит монетка, это значит, что он будет успешно, особенно успешным в этот год. А если он зуб сломает об эту монетку, у него тоже счастье там будет, да? Нет такого? А тебе когда-нибудь попадалась монетка? Обычно я очень-очень-очень много покушала, но ничего не получилось. Можно все съесть и не получить, да? Ага, Вика, ну ты сегодня учишься в СВФУ. Да. Когда ты приехала к нам в Якутию? Я в 2016 году приехала в Якутию. Ага. И почему ты выбрала Якутию? После окончания университета я хотела поступить в магистратуру в Россию. Тогда мой преподаватель сказал, что СВФУ очень хороший университет. И она посоветовала, что я смогла поступить туда. И я сдала экзамен и поступила. И сейчас мне очень нравится Якутия. А как традиционный вопрос, как к холодам привыкала, к холодной зиме? Привыкла? Да, привыкла, потому что я, как мой родной город, тоже на севере. Холодный тоже, да? А русский язык где изучал? Русский язык в Китае грамматику изучила. И потом здесь, в Якутске, изучила на ФЛВ, изучила русский язык. Сейчас в ИЗФИР тоже очень много изучила. Но ты же пишешь работу по французскому, ну, на французской кафедре, но тема связана с российско-китайскими языками. Да. То есть результатом станет кандидатская, я так понимаю, диссертация. Да. Где планируешь защищаться? В России или в Китае? В России. Сейчас я пишу кандидатскую диссертацию. Но, как сказать, конечно, для меня очень сложно, потому что я китаянка, и русский язык не мой родной язык. Но очень интересно, потому что мне нравится процесс написания диссертации. Этот процесс позволит
площадка позволит мне как получить новые знания и новую информацию. Вика, с наступающим тебя Новым годом по Будешь китайскому праздновать календарю. здесь? Да. Да? Вот отметь успешно еще и День российского студенчества. Завтра еще двойной праздник. Поэтому Да, мы тебя поздравляем. поздравляем. Пусть у тебя все получится. Да, и пусть тебе обязательно попадется монетка. Хорошего Спасибо. дня, спасибо. Всех тоже с праздником, хорошего всем настроения, поводов отметить выходные вместе с друзьями просто много. Ну а на следующей неделе оставайтесь с нами. Хорошего До выходных. встречи. Пока-пока.